Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Лара Володина и новости спасения. Сначала мы спасаем их от смерти в ППЖ. Виллона также добряка забирали в крови из этого ППЖ, а потом по приезду снова борьба, но уже за их здоровье. Вот прилетевший овчар. Вилон. Шишка на бедре, которая растет. Врач посоветовал удалить, пока не переросла во что-то плохое. Сказал, что мы обратились вовремя, но надо спешить. Удалили. Ждем гистологию. А пока ежедневные обработки, антибиотики. И, как всегда, проблемы с теплыми передержками. Ведь он большой, никто не берет. А на стационар и дорого, и нет мест. Друзья, у нас очень много проблем. У меня много проблем со спасенышами. Спасти, передержать, вывести и снова передержка, обследование, лечение. Но не все прилетают здоровыми, тем более от такой скотской жизни. Кто-то с опухолями, удаляем, гистология. Кто-то писает с кровью, УЗИ, почки, мочевой проверяем. Кто-то кашляет, анализы, кардиолог. У кого-то болят зубы и отказывается от еды. Удаляем зубы. У кого-то грыжа, у кого-то дерматит. Кручусь, как белка в колесе. Ведь все это надо организовать, найти докторов, стационары, зоотакси и постоянно быть на связи с врачами. И еще все это надо оплачивать. Недавно, в декабре, забирали бело-рыжего спокойного мальчишку. Своим спокойствием он меня торкнул. По прилету никак не мог наесться. А через какое-то время началось. Отказ от еды, с зубами совсем беда, гнилые, воспаленные, болезненные. Передних нескольких зубов вообще нет. И моча с кровью, цистит, простатит. Еле уговорила положить в стационар, хотя бы в нашей же клетке, так как мест нет совсем. Плюс ко всему грыжа на животе. Типа можно не удалять, но во что перерастет, не знают врачи. Но нам-то его надо пристраивать, а не наблюдениями годами заниматься. И вот все это предстоит лечить. Там зуб сломан, что ли? Тихо. Ты не очень хороший, да? Сейчас я возьму. Зуб сломан. Ну, господи, ну что ты боишься? Все, тихо. Кусайся. Ты же хороший, чего ты так? Зубик болит, говорит. Ну да, там нерв оголенный, скорее всего, дискомфорт он точно доставляет. Живот болезненный, дискомфорт, скорее всего, испытывает. Видишь, в каких-то ранках весь. Здесь от кастрации, наверное, еще не зажило. Да? Ну, это... тут зажило, но видно, ну, прям по мошонке резали. Шов прям паликом. По мошонке. Неприятный шов. Нам очень нужна, друзья, ваша помощь. Помощь и на лечение, и на вылет, и на содержание, а значит на корм. Мы в ответе за них, мы их спасли, и мы должны их вылечить и сделать их счастливыми. Друзья, пожалуйста, помогайте. Помогайте, без вас мы не справимся, без вас они не справятся. Вот она какая девочка маленькая. Маленькая девочка такая, ласковая такая. Да, маленькая такая. В пригороде Якутска к магазину подкинули двух прекрасных щенков, девочку и мальчика. Наверняка от домашней собаки, уж очень хороши. Сжалилась сотрудница магазина Елена, пригрела, накормила. А я отозвалась на кураторство и обещала забрать. Но пока ждали самолет, ждали вылет, искали пассажира, щенки заболели. Коварный энтерит.
Стационаров там нет. Приходится возить в клинику. Человеческие руки и время на вес золота. Попробуй еще найди. И все это стоит денег. Это дети. Они не виноваты, что заболели. И бесплатно лечить там никто не будет. И, как всегда, я очень прошу вашей помощи. Помогите им вылечиться. Помогите им выжить, друзья. Пожалуйста. Вот только что Подкинули. мужик привез Подкинули. на большой вон той машине котят. И возле ППЖ, блядь, оставил. Кошмар. И еще вот так в минус 50 к забору ППЖ кидают коробки с домашними котятами. Посмотрите, как легко и просто совершают это двуногие чудовища, вместо того, чтобы стерилизовать свою кошку. И даже такие маленькие существа не вылетят без финансовой поддержки людей, без участия человека, без передержки их до самолета. И они тоже нуждаются, друзья, в вашей помощи. Мы по-прежнему спасаем, даже когда нет мест на передержках и нет денег на их вывоз и их содержание. И каждый раз я думаю, ну это последнее. И все, пауза, пока не пристрою спасенных. Спасенных вы не разбираете, а собаки не заканчиваются. И вот опять обратились местные жители помочь маленькой собачке. То ли подкинули в подъезд, то ли сама забрела в этот холодный подъезд, то ли выкинули родственники после смерти хозяйки. Вот как ее не спасти? На коврике у порога квартиры, свернувшись калачиком, коротает деньки эта бедная, маленькая, взрослая собачка. Конечно, временно, пока кто-то подкармливает, но потом, как всегда, дадут пинок, и замерзнет собачка в мороз, 5-килограммовая, 25 сантиметров в холке. Забрала я ее. Прилетела она в Москве. Вместе с ней прилетела и другая, плачущая собака из ППЖ. Вера ее приглядела, явно бывшая домашняя, утонченная, хочет общения только с человеком, и не нужны ей другие собаки. Но не смогли мы пройти мимо, и ее привезли, и она в Москве. Вот какие мы маленькие. Боже, какое чудо. И сразу целуется. Просили узнать, малыш, ты мальчик или девочка? Он как хвостом виляет. Мальчик, мальчик. Уцепилась тут, скажи мне, в мои органы. Ой, сколько весит он? Сколько весит? А кто знает? Да ладно, знаете вы. 3 килограмма. Чё Да какие 3? 5, наверное. Ой, какой Гляньте. пушистый, классный, обалденный. Как тебя выкинули в подъезде? И ты им там старался охранять их, да? Где мой золотой? А какой возраст у тебя? Ой, да ладно тебе, да ладно. В общем, мальчик, годика 1,5-2, весит он, мне надо просто сказать людям, ну, килограмм 5, наверное, весит. Ну да. Давайте погулять. Хочешь? А как с ним выгуливать? А чё как? Чё как? Такой собака я его не знаю. Не знаете, как выгуливать Что маленьких такое? собак? Вот как он тируется. Давай, вот. Ой. Не хочет. Не хочу, сказываю я. Подожди. Все. Вот. Ну ты не бойся. Ты посмотрите-ка, это сможет туго-то он быть или нет? Или не Ну. сиганет он у нас? Вот какой ты мой хороший, очень хороший мальчишка. Проверьте, чтобы еще туго было. Так, и Вера тут тоже привезла
Вера тоже собачку привезла, молодец. Вера, что спасла ее. Вот. А это котенок, который из клиники с ФИПом лечимся. Так. Вот это у нас малышка. Малышка. И вот такие у нас колтунишки. Вот такие колтунишки у нас. Да? Это надо состригать. Да, вот. Это вот такие. Весь в колтунах, да? Или еще? Ну, задняя часть. Задняя часть вся в колтунах, вон. Ну, наверное, там лежал. Ну все, тогда. Морду тебе сейчас еще только портрет сделаю. Кудрявый ты, очень красивый, очень. Вот. Дайте-ка я посмотрю. Дайте-ка я посмотрю. О. Хвостиком виляешь, молодец. Ой, Хоть. худющий, да ведь? Сейчас мы туда пойдем. Пойдем, да где чистый снег, пошли туда. Хоть какой. Сен-Бернар, скажи я. Ой, какие у тебя глаза-то красивые. Ты покажи-ка глазки. Голубой? У тебя глаз голубой? Один наполовину голубой глаз. Вот это да. Ну, подожди, иди ко мне сюда. Да иди ко мне сюда. Да иди, я тебя потрогаю. Что такое? Ну-ка. Нет, глаза. Нет, смотрите, вот с этой стороны голубой. Как будто бы. Вот тут вот косточки у нас, косточки. Придержите мордашку. Лапочки. Лапочки рассмотрим твои. Да. Вот какой хороший. Так, сколько в росте? Сейчас я посмотрю рост. Ну, до колена. До колена, вот. Это сантиметров 48-50. Эта девочка, назвали ее Шерри, очень нуждается в семье и в добром человеке. Ой. А как ты поедешь потом? А? На кошку смотрит. Дайте, покажите ему кошку. Ну. Покажи кошку. Ну, как, спокойно реагирует, да? Да. Вроде. Ну-ка, Ему глаза пофиг. свои томные покажи. Брутальные. Что это у тебя такое веко? Врачу бы я показала это веко. Так, все. Так что, Вера, спасибо тебе. Поехали. Спасибо. Ну, перестану. На хулигане. Так, это Верина, значит, да, пятерка это получается. И это у нас вот мой малыш. Вот это мой малыш. Мой малыш. Ну что, двое спасенышей, двое хвостиков от сегодняшнего дня, начала года. И мы в строю, и мы в бою, покой нам только снится. И так далее. Едем за собачкой, которой вырезали сегодня шишку из недавно спасенных. Так, и дальше перевозим в стационар ее. Как вы видите, спасения не заканчиваются. И в следующих роликах мы также покажем вам других спасенышей, которых надо вывозить, но вывозить не на что, которые очень хотят жить, которые замерзали. Они очень нуждаются в вашей помощи, друзья. И без вас им, никак не вылететь из этого ада.